Продолжаем выпуск. 23 человека с инвалидностью в прошлом году и уже 16 в этом удалось трудоустроить благодаря работе Центра социальной поддержки для лиц с инвалидностью и их семей Тенкогам. Помимо вопросов трудоустройства, в Центре готовы помочь и в решении ряда других проблем. Здесь оказывают юридические и психологические консультации, а также содействие в оформлении необходимых справок на портале ЕГОВ. Ирина Дорошенко в этом году получила инвалидность второй группы и столкнулась с большими трудностями при поиске работы. За помощью она обратилась в Центр социальной поддержки для лиц с инвалидностью и их семей Тенкогам. Он работает уже второй год и успешно решает такие проблемы. Если в 2021 было трудоустроено 23 человека, то за 7 месяцев этого года удалось найти работу 16 обратившимся. В их числе и Ирина. На новую работу она вышла в июле. Такие люди хорошие, встретили меня, добрые, отзывчивые, молодцы такие, выслушали меня, поддержали. И вот благодаря этому центру я работаю, они мне работу нашли. Испытывала затруднения в поиске работы и Анна Привар. Девушка-штукатур-маляр по специальности закончила несколько обучающих курсов и получила дополнительные профессии, но никуда устроиться не получалось. Никуда не брали вообще. Как узнавали, что я инвалид, сказали, типа, нет, не надо нам. Вот ее я нашла, ну и устроили. Договорились там, и я пришла и прошла. Вот уже год работаю. Кроме того, в Центре соцподдержки готовы оказать и другие услуги. Здесь консультируют психологи и юристы, помогают получить нужную услугу на портале ЕГОВ. Также предлагают и в рамках уже другого проекта пройти обучение, получив знания по современным востребованным направлениям на рынке труда. СММ-менеджмент, копирайтинг, таргетинг и работа по порталу социальных услуг. На данный момент сейчас идет третье направление – это таргетинг. Вот, набор у нас до сих пор осуществляется. Вот, люди приходят, занимаются 2 часа в день. Получается, у них занятия идут вторник-четверг. Как пояснила Юлия Прокопьева, в Центре соцподдержки работают не только с людьми с инвалидностью, но и с их семьями. То есть помощь в трудоустройстве и необходимые консультации готовы оказать и людям, у которых нет проблем со здоровьем. Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН.